Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Самые яркие, самые главные события июня. Что вам по судьбе в этом месяце? Пожалуйста, кому тема интересна, настройтесь на мое гадание. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие самые главные, яркие и важные моменты мне по судьбе в июне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную, самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие самые главные, яркие и важные события вам по судьбе в июне. Что вас ждет, к чему нужно быть готовыми. Так. Очень хорошие мирные события. Ну, начну я по порядку. Буду читать снизу вверх. Итак, мои дорогие, прежде всего я вижу, что вы наконец-таки определитесь. Определитесь с тем, чего хотите, куда хотите и как это все получить. У вас очень много хотелочек, у вас очень много желаний, но вы как-то, не умеете себя мобилизовать, да, не умеете себя сфокусировать на чем-то одном. И вот идет какая-то, знаете, немножечко раздрайв, да, вы теряете внимание, и там вы взялись, не доделали, оставили, и тут вы взялись, не доделали, оставили. То есть как бы фактически результат не получается. В июне у вас прям такие трезвость мысли пойдет, да, вам очень четко все прям станет ясно, станет понятно, куда двигаться, как двигаться, в каком ключе, с кем работать, над чем работать, как добиться желаемого. То есть здесь вы, конечно же, будете на высоте, вы будете блистать и будете двигаться в правильном направлении. Для своих близких, для своего окружения вы станете человеком просто-таки номер один. Человеком, который может дать очень хороший дельный совет, который мудрый, который справедливый, терпеливый, выносливый. То есть, знаете, вот все такие эпитеты самые-самые, да, будут именно на вас примиряться. Потому что вы действительно будете прям таким человеком крайне взвешенным и человеком, который, целенаправленный, да. Наконец-таки вы про себя можете сказать: я человек целенаправленный. Я знаю, к чему я иду, и я знаю, как мне достичь желаемого. В этом плане вы, конечно, молодец. Июнь — это месяц исполнений. Это месяц, в который вы можете призвать любые, даже самые невероятные глобальные перемены в свою жизнь. Ваши усилия, помноженные на удачу, вам удача идет в этом месяце, принесут просто сумасшедший результат. Но если вы сядете в позицию ждущего, если вы опять будете заниматься тем, чем и ранее, то есть ожидать, выжидать, надеяться, то, к сожалению, результат вас не порадует. Впустую пройдет ваш месяц. Вам дается очень много шансов, вам дается очень много возможностей. У вас наконец-таки, да, за долгое время, вот вы, пожалуйста, простите меня, но я так вижу, что у вас наконец-таки начинается период, когда вы четко, трезво мыслите, да, и вот вся картинка в целом вам понятна и ясна. Здесь будет открытие каких-то секретов, здесь будет открытие каких-то тайн. Но то, что было скрыто, то, что лежало где-то глубоко-глубоко, наконец-таки всплывет. Всплывет вас это, скажем так, сначала насторожит, а потом порадует, потому что тайны, которые вы узнаете, будут касаться вас конкретно, вашего прошлого, вашего окружения. Возможно, какие-то даже семейные тайны всплывут. Кто-то узнает очень серьезную семейную тайну, которая очень отразится на вашей жизни и на вашем, кстати, и отношении к себе, отношении к жизни. Давайте по порядку, да. Смотрите, прежде всего у вас идет ваш собственный рост. У вас как будто бы будет, 6 рук и 2 головы. Вы поймете, что это не вы, да, что это какой-то супер человек, который прям-таки наперед может загадывать, да, заглядывать в будущее, понимать, сбудется, не сбудется. У вас интуиция будет просто-таки на первом месте в жизни. Да, интуиция будет вам подсказывать.
Ваш здравый ум будет вам давать тоже подсказочки и советы. И вы вот, человек, вот почувствуете, да, что я все могу, мне все по плечу. Вы будете настолько четко организовывать свой день, свой досуг и распоряжаться своим временем, да, такой тайм-менеджмент у вас пойдет просто на пятерочку, да. Люди будут, ваше окружение, на вас смотреть, молча вам завидовать, а кто-то будет прям таки просить, да, научи меня, потому что я не понимаю, как ты можешь справляться с этим всем, как ты можешь все это на себе вытаскивать. Вы, конечно, молодец, вы образец для других людей. У вас в одной руке ваши личные дела, ваши близкие, ваши вот прям, ну, сердечные дела, да, видно тут половиночку сердца. А во второй руке у вас карьера, скорее всего, карьера, обучение, не знаю. То есть вы тут, ну, навострили лыжи на достижение. Вы молодец. Если вам выпадет какой-то шанс учиться, постигать что-то новое, поменять, может быть, даже сферу деятельности, пройти обучение, пройти повышение, пожалуйста, идите. Но, в принципе, вам и ваша интуиция то же самое очень ярко подскажет. То есть я вижу, что вы будете либо учиться, либо вы будете много читать, возможно, будет даже какое-то самообразование. Это все для вас очень полезно. Благодаря вот этим вашим идеям, благодаря новому, да, что войдет в вашу жизнь, новым знаниям, вы, ну, как бы разбогатеете, да, кто-то разбогатеет, а кто-то действительно, вот целью человека, да, не разбогатеть, а стать, например, значимым, знаковым человеком в своем окружении, в своей, например, сфере. То есть вы этого добьетесь. Вы человек очень талантливый, очень способный, но иногда вы предпочитаете быть в тени, да, вот почему-то такой сомневающийся человек. И вот сейчас, в июне, у вас такое время, когда вы, ну, просто-таки, ну, дадите себе свободу, да? Вы не будете себя забивать, вы не будете себя останавливать, а вы будете идти вперед, вперед и только вперед. Мои дорогие, это очень хорошая позиция, очень правильная, так и нужно поступать. Так, на работе. На работе вы столкнетесь как с людьми, которые будут вами откровенно восхищаться, прям таки аплодировать в ладоши от чистого сердца и высказывать свое восхищение. Это тоже будут настоящие чистые слова. Также вы столкнетесь с откровенной ненавистью и завистью. Как ни странно, те люди, которых вы считали своими друзьями, близким окружением, таки будут больше всего пакостить. Почему? Потому что изначально они не были вашими друзьями. Изначально эти люди, тут, ну, просто какие-то две женщины мне идут, да, две женщины, как вот они как будто бы две, я не знаю, там совы, да, даже не вороны, а вот именно какие-то совы они. Может быть, похожи они на сов, может, они такие всегда ставят все под сомнение, да, может, они там окутывают себя какими-то там кружевами тайн и секретов, да, вот. Кстати, они очень кичливые женщины, да, либо вот любят посидеть, пообсуждать. Вот эти две дамы, они всегда прикидывались вашими, ну, подружками, да, либо друзьями, кто там, мужчина, женщина меня смотрит. И вот, наконец-таки, когда вы начнете добиваться успеха, когда вы начнете брать то, что вам дается по жизни, вот они станут в позу. Они будут вас отговаривать, они будут говорить, ну как так, зачем, почему. То есть вы сразу поймете, что люди против вас, против ваших успехов, против ваших достижений. Кстати, может быть еще и, например, они какой-то могут организовать даже сговор против вас, понимаете? Прям таки сговор, да, чтобы, ну, скажем так, бросить на вас тень. Вот такая идет даже ситуация. Так что, мои дорогие, понимайте, не все люди ваши друзья, и не все люди обрадуются вашим достижениям и вашим успехам. В любом случае, я вижу, что многих здесь ждет повышение по должности, повышение в денежке, улучшение условий труда, возможно, даже переход не только на другую должность, но и на более высокую должность, например, в другой компании. Либо вам поручать какой-то важный проект, какое-то важное дело, с которым справитесь только лишь вы. Но опять же таки, да, от вас потребуется больше, глубже изучить объект, субъект вашей работы, вы будете именно заниматься. У кого-то, я вижу, будет отпуск какой-то прям таки долгожданный, может быть даже какой-то перенесенный, я не знаю, вы
Вы как белочка, да, в колесе крутились, крутились, работали, работали, мечтали об отдыхе, и отдых от вас постоянно куда-то уходил, убегал, улетал. И вот он шанс, вот оно счастье. Отдых, я не скажу, что будет долгий, какой-то короткий отдых, но тем не менее у вас сейчас нет времени много отдыхать, потому что на работе как раз-таки жара начинается, да. Казалось бы, лето, сезон отпусков, а нет, а у вас наоборот пойдет. У вас таки лето будет очень достаточно горячее в плане работы, в плане своего продвижения, в плане каких-то вот обязанностей. Ну, еще раз повторяю, конечно же, отдыхать надо, нужно расслабляться, но к вам очень идет, прям идет, заходит, карманчики вам прыгает. Не упустите этот шанс, не упустите эту возможность, конечно же, ею воспользуйтесь. Так, еще я вижу, что у вас здесь будут встречи. Встреч будет не так много, но они будут все какие-то важные. Кто одинок, кто в поиске любви и отношений. У вас будет встреча, вот как раз таки, я не знаю, то ли это отдых, то ли это какая-то командировка, поездка. Не дома, не в родных землях, да, скажем это так, да, не на родине, где-то куда-то вы поедете, где-то вы будете, там вы познакомитесь с человеком замечательным для хороших, крепких, стабильных отношений. Ваши отношения будут, конечно же, на расстоянии, но они, знаете, ни вы спешить не будете, ни человек ваш спешить не будет. Вы будете долго друг к другу присматриваться. Между вами будет прям такое общение, дружеское общение. Постепенно, потихоньку, полегоньку вы будете переходить на новый уровень. Мало того, здесь у многих отыграется такая ситуация, что у вас может быть сразу несколько мужчин. То есть с несколькими мужчинами вы будете общаться. Один из них, например, будет где-то рядом с вами находиться, проживать, встречаться. А другой человек, вот он более, скажем так, вам интересный, но менее доступным, да, и между вами больше как дружеские, да, отношения будут, поэтому с одним вы, скажем так, будете встречаться, реализовывать свою страсть, а с другим человеком вы будете, ну, отдыхать душой, да, назовем это так. Для тех, кто в браке, кто в отношениях, кто в паре, у вас гармоничный месяц, вы вдвоем, вы заняты каким-то одним делом на двоих, какой-то вот вы придумали себе, там, может быть, планируете отпуск, может быть, вы планируете переезд, ремонт, новое дело. Понимаете, вот вместе вы понимаете, что вы сила, что вы команда, и у вас все замечательно. Тут прям постучу, чтобы такие отношения и были. Знаете, как не хочется не ругаться, не спорить, не ссориться. Возможно, ваш любимый человек вас, ну, не совсем приятно чем-то удивит, но опять же таки он будет так мил в своем раскаянии, да, вот прям как нашкодил, и что вы даже не захотите расстраиваться. И знаете, вот вы его как бы простите, да, и поймете, как это прекрасно, да, прощать и отпускать обиды. Вот вам так понравится, сохранитесь в этом состоянии, понимайте, что ваш любимый человек просто-таки на вас не намолится. Настолько ему хорошо, когда вы так поступаете, настолько он может убедиться в вашей любви, в вашей искренности, в ваших чувствах. Он, ну, боготворит вас, понимаете, за это, за такие ваши дары и милости в его сторону. Кстати, будет вас чем-то радовать. Может быть, какой-то вот прям, ну, поездка будет. Тут однозначно будет поездка. Может, она будет за город, может, она не будет такой долгой. Но, тем не менее, он вас постарается, любимый человек, очень сильно порадовать. Если у вас есть детки, если у вас есть семья, здесь какой-то момент, я не знаю, то ли детки куда-то, вы их отправляете куда-то, да, то ли... Ну, детки, вот я не знаю, то есть почему-то я вижу, как будто бы вы провожаете куда-то детей, они куда-то уезжают, либо вы их куда-то отвозите. Нам очень грустно, но с другой стороны вы понимаете, что так будет лучше. Лучше вы себя успокаиваете и действительно, знаете, вот прям у вас, вот извините за такое слово, да, как немножечко руки развяжутся, что вы больше можете потратить время на свой прогресс. Прогресс вот именно в работе, в карьере, в своих достижениях, вот чем вы занимаетесь. Потому что вас особо отвлекать-то никто не будет. Понятно, что когда детки, нужно там и кушать, и постирать, поубирать, и там все это вкупе к вам накладывается. Я вижу, что вы здесь немножечко прям таки воспользуетесь этой возможностью. У кого детки совсем маленькие, то здесь, конечно же, вам нелегко, честно, нелегко. И я бы советовала вам использовать помощь, например, близких людей и не пренебрегать этой ситуацией, просить, чтобы вам помогали. Понятно, что все люди разные, и не всегда можно там выпросить помощь, но тем не менее, если вы просите, вам обязательно помогут. И знаете, вот месяц такой, у вас реализация пойдет, вам так все станет ясно, все станет понятно. И
мечты и ваши желания начнут реализовываться. Очень плодотворный месяц. Что бы вы ни делали в этот месяц, вы можете просто-таки подзарядиться прекрасной энергетикой, понимать, что вам удача. Даже если короткий отдых, вы за него отдохнете. Если предложение кажется там невесомым, на самом деле это серьезное предложение. То есть, мои милые, пользуйтесь всеми возможностями и шансами, которые идут к вам в этом месяце. И понимайте, что все, что вы сделаете в этом месяце, пойдет к вам на будущее. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.